С именем Всемилостивого и Милостивейшего, Аллахның Рахман һәм дә Рахим сифатлары белән, бүгенге вәгазебездә дөнья өчен тырышу начар мөдир хакына багышланган. Стараться ради этого мира, работать, стремиться, плохо ли? Посвящаем на эту тему сегодняшнюю проповедь. Плохо ли стремиться работать и зарабатывать в этом мире? Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam ayta: "Xayrligiz, sizden xayrligiz ahiretin dünyası üçün, dünyasını ahireti üçün taşlamagan, ahiretin dünyası üçün hem de dünyasını ahireti üçün taşlamagan, hem de халыкның sırtına yük bulmaganıdır" дип әйтә. Sizin en xayrligiz kim ahiretin dünyasını ahiretine taşlap, yani birsin öti, birsin kaldıra. Sizin en xayrligiz taşlamauшы дип әйтә. Ahiretin taşlap dünyasını taşlap ahiretine түгел. Taşlamauшы en xayrligiz hem de халык sırtına yük bulmaganıгыз дип әйтә. В изречении пророка говорится, досточтимый пророк говорит: самый лучший из вас тот, кто не бросает ахирет ради этого мира, и тот, кто не бросает мир ради ахирета. Лучший из вас тот, кто не бросает ахирет ради этого мира. И этот мир ради ахирета не бросает. Самый лучший из вас этот человек. И тот, кто не является грузом на спине народа, говорит достаточный пророк в хадисе. Что значит не бросает ахирет ради этого мира? Сегодня мы видим, как люди с утра встают и бегут, несмотря на погоду и разные условия, разные законы, на бензин, все стремятся, чтобы заработать для этого мира средства жизни, пропитания. Все с утра просыпаются с этими мыслями, чтобы бежать на работу. Но тем самым бросая намерение на ахирет. То есть старание для ахирета отсутствует, цель только заработок в этом мире. Это одна часть хадиса. То есть описываются люди, которые работают только 24 часа в сутки ради этого мира. То есть, чтобы жить в этом мире. Вторая часть хадиса указывает людей, которые с утра до вечера, с вечера до утра думают только об ахирате, но об этом мире не думают. То есть это люди, которых называют аскетами или дервишами. Но и здесь, конечно, есть правильные. То есть нельзя говорить, что они плохие. Просто таких называют этими словами. То есть это люди, которые читают намаз, совершают пост. Кроме 5 намазов, дополнительно читают еще дополнительные намазы. Отказывают себе во всем, что есть в этом мире, только с намерением, чтобы в ахирете получить довольство Всевышнего Творца. Но в этом мире он ничего не делает. То есть не старается, не стремится, не работает. Только аскетический образ жизни живет только для ахирата. С вечера до утра только намаз и только зикр, и только зикр. И вот насчет этого Всевышний Аллах в суре Касас, в Коране суре Касас, 77-й аят, Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахир-рахманир-рахим. «Вабтаги фима атака Аллаху дарал ахира». Если дословно разбирать, то получается «вабтаги» ищи.
фима, в тех вещах, атака Аллаху, что Аллах тебе дал. Если перевести дословно, так получается. Ищи в том, что Аллах тебе дал. Что искать? Даруль ахира, вечную жизнь. Ищи в тех вещах, что Аллах тебе дал, вечную жизнь, ахират. То есть, что здесь можно понять, не используя дополнительные книги. Почему дополнительные книги говорю? Потому что есть такие молодые парни, которые говорят, что нам надо только Коран и Сунна. Вот если использовать только Коран и Сунну, как можно понять предложение? Ищи в тех вещах, что Аллах тебе дал вечную жизнь. Получается, Аллах тебе дал квартиру, машину, дом, сад, огород, дачу, может яхту, может самолет. Получается, среди них надо искать, может между машинами, может между яхтами или между огородами, искать ахират, так что ли понимать можно, нужно. Потому что дословно таки переводится «вабтари», ищи. Или же можно перевести по-другому «стремись». Но если перевести «стремись», вообще смысл можно запутаться, не используя другие книги. Стремись в тех вещах, что Аллах тебе дал, к ахирату. То есть, опять же, что Аллах дал? Аллах дал вещи, жену, детей. В общем, все, что в этом мире у нас есть, это Аллах нам дал. И что говорит? Стремись в них найти вечную жизнь. Как найти вечную жизнь среди детей или же среди комнаты, или среди пропитания, среди хлеба или картошки. То есть где и как. Значит, здесь отсутствуют некоторые слова, которые нуждаются в интерпретации. Яғни бұл тәфсир деп аталайынды, ашықлағанда нәрсе деген сөз керек мұнда қолланығыз. Яғни Аллах Тағала берген мал мүлкетні қолланып, Аллах Тағала берген байлықны қолланып, ахиратны ізләгіз, яки ахиратқа ұмтылығыз. Ләкин нендей сөз? Қолланып. Демек ки қолланырға керек. А қолланыр үшін ол болырға тиіш. Yoqsa ол болмаса ничканы қолланасың. Аллах Тағала айта бит, мен сізге берем деп айта. Ләкин бергеннің арасынан ізләгіз деп айта. То есть мы, используя другие книги, находим слово, которое помогает понять этот аят, и это слово называется «используя». То есть получается, используя дары, блага этого мира, используя или же сарыф қылып, исраф түгіл, а сарыф ету ол пользоваться деген сөз. То есть пользоваться етіп, ахиратны ізләгіз. Пользуясь дарами этого мира, ищите ахират. Так нужно понимать данный аят. Но еще аят продолжается. «Валя танса насибака минад дунья». «Валя танса» – это слово очень похоже слово «инсан». То есть это коренные слова. «Танса» или же «инсан». Глагол «насия». Переводится «забывать». Если смотреть на словарь, то «инсан» переводится «забывающий». Но так, конечно, говорят, «инсан» – это человек. Но в сути, в переводе, это «забывающий». А в священном Коране же «Оля танса насибака» нәрсе была «насибыңны ұнытма минат дунья дуньяңнан». Дуньяңнан насибыңны ұнытма, деп айтты Аллах Тағала. Не забывай свой удел из этого мира. Ля танса. Приказ, как мы видим, приказ отрицательный с частицей не. Ля танса. Не забывай свой удел. Насибака. Насып. Бұл біздің тілде бар. Насып нәрсе болғаны. Насып болған сен дуньядан, сен аны ұнытма. Не забывай, что тебе суждено из этого мира. Опять же, если мы будем чисто смотреть на Коран и Сунну, что мы поймем, не забывай, что тебе суждено из этого мира. Значит, что мы должны делать? Сидеть и вспоминать, что ли? Аллах же говорит, не забывай. Опять же, нуждается
данный аят в интерпретации, тафсир. Это не означает сидеть и пересчитывать, сколько есть удел, а означает, что? Что нужно работать, стремиться, зарабатывать, есть, пить. То есть, как у нас говорится, ике канатлы тормыш, яғни ике пар канат. Ике каната тигез булар, дөньясы да, ахираты да. Ахиратка да тырыша, дөньяга да тырыша, ләкин тигез тырыша. 6 сағат намаз оқып, 3 сағат кенә эшкә барам түгел, тигез. 12 сағат заводта эшләсә, димәк, 12 сағат Аллаһ турында да уйларга тиеш. 12 сағат намаз оқырга тиеш. Намаз оқымаса, Коран оқырга тиеш. Коран оқымаса, тәсбихне зикр кылырга тиеш. Ләкин нәрсә? Аллаһны искә төшерергә тиеш 12 сағат. Ягъни, вот шул вакытта була пар канат. То есть, как два крыла, мир этот и мир предыдущий должны быть одинаковы. То есть, человек, который бьет в грудь, что он мусульманин, что он суннит, что он идет по пути пророка, он должен следовать как пророк. А пророк, мы знаем, делил время на 3. Одну часть выделял Всевышнему Творцу, вторую часть выделял заработку, третью часть выделял семье. Сейчас, если мы посмотрим, у людей есть время на работу, есть время на Всевышнего. На семью времени нету. Кто с семьей играет или занимается, или как пророк догонялки играет 40 лет. Таких я не видел. Чтобы 40 лет мужик бегал догонялки с женой, а это сунна. А если мы говорим, я живу по сунне, значит, мы что должны делать? Что нравится выполнять, а что не нравится не выполнять, тогда это уже лицемерство. Выполнять надо абсолютно все, что делал пророк. И это очень правильно. Может, кто-то не нравится, что кто-то догонялки играет. Но когда одевают рваные штаны, всем нравится. Зачем? Догонялки должны быть не нравиться. Поэтому здесь все в наших мыслях. Нам понравится и другим понравится. Но если нам не понравится, другим тоже, конечно, не понравится. Но в продолжение аята еще есть аят длинный. Аят, что говорит Аллах Та'аля? Не забывай, что тебе суждено из этого мира. Это разобрали, то есть нужно зарабатывать, работать. И продолжение аята еще добавляет смысл. Потому что здесь можно понять, какой смысл. Что нужно зарабатывать до могилы. Потому что учиться нужно до могилы, значит зарабатывать тоже нужно до могилы. Некоторые тоже успокаиваются, потому что ставят цель построить дом, построить квартиру, купить квартиру точнее, сыну, дочери купить машину. А потом, когда есть дом, квартира, машина, у детей, у внуков, что делают обычно родители? Успокаиваются. А мусульманин должен до могилы стремиться работать. Почему? Вот в продолжении это мы видим. Аллах тогда говорит: «Ва-ахсин кама ахсан Аллаху илейка». Опять, если перевести дословно, «Ва-ахсин» ихсанлы был, ихсан қыл, кама ахсан Аллаху илейка. Ничек Аллах Та'аля сиңа ихсан қылды, сен де ихсанлы был. Ихсанны, ишкәнгіз бардыр, хасан, ихсан, яхшылық деген сөз. Яғни, ничек сиңа Аллах Та'аля яхшылық қылды, сен де яхшылықны қыл. Вопрос кемге? Демәк ки, башка кешеләргә. Шуның өчен сорау туа. Яхшылык кылдым өемә, үземә, хатыныма, балама, оныкларыма, дальше нәрсә? Яхшылык эшләргә биттеме, тукталдымы, юк? Шуның өчен менә бу очракта бик сирәк очрый, конечно, андый кешеләр. Аларның фикерләре шундый зур. Сораганда нәрсә телисең? Берсе әйтсә йорт салырга, а икенче акылы кеше әйтә йортлар салырга дип әйтә. Берсен сорасаң нәрсә телисең? Әйтә мунча салырга, икенчен сорасаң нәрсә әйтә? Мунчалар салырга. Ягъни нинди аермасы? Тегесе үзе турында гына уйлый. Өй мунча. А бусы уйлый уже башка кешеләр турында. Ягъни аталар өстенә благотворительность. Менә бу шушы ахсин кама ахсан Аллаху илейка. И прояви милость, совершай ихсан, добро людям, как Аллах тебе проявил добро. Поэтому
Цель должна быть глобальная, огромная, не просто себе дом, детям дом, себе машину, детям машину. Должна быть цель огромная. Несмотря на то, что может, а цель должна быть. Иногда действительно видим людей, которые говорят, я бы с удовольствием, но я же так не зарабатываю, говорит сразу. То есть сразу начинает строить преграды и стены. Вместо того, чтобы поставить хотя бы цель, то есть хотя бы намерение, все дела от намерений. То есть я хотел бы, чтобы построил я дома и бани, а может даже бассейны, чтобы все купались мусульмане, особенно для женщин, для сестер, которым в Уфе нет места, где можно в одежде зайти в бассейн, я бы построил бы. Ну, возможно, нет, но я бы хотел бы так, хотел бы. Вот это уже близко к истине. Намерение, самое главное, у него есть. И здесь еще момент такой, что тоже есть люди, которые зарабатывают хорошо, но забывают термин закат. Из этого аята еще есть слово ахсин, распространяй. То есть накопил, образовалась некая уверенность, даже можно сказать, страховка, что завтра я смогу есть. Тут есть шанс потерять слово таваккуль или таваккаль, то есть упование на Аллаха. То есть, когда есть запас огромный, больше 200 тысяч, таких людей много, есть огромный запас, есть люди, у которых запас нет, они крутятся в обороте, больше 200, есть такие люди. И вот у них есть шанс потерять слово таваккуль. Что значит таваккуль? Упование на Аллаха. Ибо в сердце может быть что? Завтра Аллах Та'аля может не даст, зато у меня есть баланс, там в обороте у меня в магазинах нормально. Вот это есть шанс, что лишиться всего того, что есть. То есть закат. Ва ахсин, совершать добро, означает также распространяй, кама ахсан Аллаху илейка, как тебе Аллах Та'аля дал, и ты дай. То есть 1/40 часть дохода, 1/40 часть имущества. Термин называется закат. Это легко вычислить, лишь надо вспомнить, школьный материал называется дроб. 1/40 часть доли. 1/40. И это является тоже условием ислама. Ислам из 5 столпов: иман, намаз, пост, закат. Вот закат как раз 4 условие. И здесь никто не может сказать, что закат не является фарзом, и к нему стремиться нельзя. Наоборот, стремиться нужно, потому что после заката стоит столб хадж. Это все, что мы должны стремиться. И в продолжении этого Аллах Та'аля говорит: «Валя табгиль фасада фил арды». И не ищи, можно перевести, фасад фил арды, не ищи нечисть, не ищи на земле. Можно перевести: не стремись к нечисти на земле. И можно понять: не распространи нечисть на земле. Почему? Инна Аллаха ла юхиббуль муфсидин, потому что Аллах Та'аля не любит муфсидин, тех, кто распространяет нечисть. Это по поводу аята из Корана, сура Касас, аят 77. Пророк же на этот счет говорит: если 2 дня у вас одинаковые, он обманут. То есть он человек, которого обманули, если 2 дня одинаковые. Если сегодняшний день похож на вчерашний, значит действительно проигрыш. И также говорится в хадисах, где говорится про дающую руку. Поэтому цель мусульмана должна быть такая, что он должен стремиться достичь уровня дающая рука.